Аргентина. Что приходит на ум при слове Аргентина? Конечно же, танго и футбол. Но поверьте, друзья, этим прелести одной из самых развитых и больших стран Южной Америки не ограничиваются. В эту страну влюбляешься сразу и навсегда. Сердце Аргентины – ее великолепная столица – Буэнос-Айрес. Город уютно раскинулся в дельте реки Парана, у самого Атлантического океана. Богатая местная культура, красное вино и знаменитые аргентинские стейки словно магнитом манят сюда туристов со всего мира. Салям алейкум, дуслар! Буэнос-Диас! Мы находимся в 13 тысячах километрах от Крыма. Буэнос-Айрес, Аргентина. Поехали! С первого взгляда Буэнос-Айрес кажется немного громоздким и монументальным городом, типичным для всей Латинской Америки. Но пройдясь по улицам этого города, вы обнаружите множество изящных и великолепных зданий, которым может позавидовать любая европейская столица. Каждому району Буэнос-Айреса присуща своя собственная, уникальная атмосфера. Красивый и вальяжный Ля Реколетта, яркий и теплый Ла Бока, официальный и помпезный Палермо, изысканный и богатый Пуэрто-Мадеро. Все вместе эти районы формируют единый и неповторимый дух Буэнос-Айреса. Сейчас мы находимся в районе Ла Бока, на улице Каменито. Когда-то здесь находился первый в Буэнос-Айресе порт. Впоследствии это стало место компактного расселения чернокожих рабов. А на данный момент это культурный центр, посвященный танго и неординарной культуре. Прогуливаясь по району Палермо, было приятно увидеть родную мечеть. Собственно, это исламский культурный центр имени короля Саудовской Аравии Фатха. Данное сооружение является одним из наиболее больших в Латинской Америке, после мечети Венесуэлы. Но в какой бы части города вы ни оказались, в любое время вы можете встретить здесь хотя бы одну пару, танцующую настоящее аргентинское танго прямо на улице. За настоящим академическим танго отправляемся в школу танцев имени Карлоса Гарделя. Там ежедневно можно посетить удивительное по своей зрелищности шоу. Сейчас мы находимся в эскине Карлос Гардель, на улице Карлос Гардель, где можно услышать и лицезреть настоящий аргентинский танго. Перед этим там же можно отведать блюда традиционной аргентинской кухни. Кстати, о кухне. Многие популярные и известные аргентинские рестораны расположены в районе Пуэрто-Мадеро. Один из них, Кабанья Лас Лилиас, я посещал лично. И вот что я вам скажу, мои друзья. Мясо в этом заведении было не просто вкусным, а волшебным. Ну что, друзья, Аргентина славится лучшими в мире стейками. А возглавляет этот список бифе де чорисо, который готовят из мяса молодого бычка породы Black Angus. Собственно, вот килограммовый стейк. Бон аппетит! А именно вот так готовят настоящий аргентинский стейк бифе де чорисо. Но аргентинская кухня – это не только мясные блюда. Здесь популярны эмпанадос. Это небольшие чебуречки с мясом, кукурузой и яйцом, но их делают и с любой другой начинкой. И непременно стоит попробовать запеченный сыр провалетто, который подают с овощным салатом.
Буэнос-Айрес очень зеленый город. Размеры здешних парков и их количество поражают воображение. Самый известный – парк Сан-Мартин, парк 3 февраля. А сейчас мы находимся в парке Сан-Мартин, парке, который посвящен освободителю Аргентины от Испании. А за моей спиной находится одно из самых старейших деревьев в мире. А местный японский сад самый большой в мире, если не считать те, что расположены в самой Японии. Аригато гозаимаста. Добро пожаловать в самый большой японский сад за пределами Японии. Все парки Буэнос-Айреса поражают изобилием цветов и растений со всего мира, а также множеством развлечений для детей и взрослых. Сзади меня изящный цветок высотой 23 метра и весом 18 тонн, который олицетворяет надежду, вечную весну и все живое. Кто попал в Буэнос-Айрес, непременно нужно побывать на воскресном рынке в районе Сан-Тельмо. Каждое воскресенье на площади Сан-Тельмо открывают стихийный блошиный рынок, и для этого перекрывают ряд прилегающих улиц. Здесь можно приобрести все, что угодно вашей душе. Начиная с антиквариата и подделок из дерева, и заканчивая экзотическими фруктами и овощами. И, конечно же, полюбоваться танго, который здесь начинают танцевать с раннего утра. И целой недели мало, чтобы досконально изучить столицу Аргентины. Но даже если вы окажетесь в Буэнос-Айресе всего на один день, вы непременно влюбитесь в него с первого взгляда.